утро. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре среда, 21 сентября. До конца года республиканские власти в рамках нацпроекта планируют отремонтировать 12 подъездных участков дорог. Это более 60 километров. В этот перечень попала дорога и Волга-Вурмой. Она проходит через 4 деревни Маргаушского района. Многие жители этих населенных пунктов работают в столице Чувашии. Так что, по словам представителей муниципалитета, качественная дорога здесь просто необходима. Ремонт на участке протяженностью в 3,5 километра уже подходит к концу. И еще немного о дорогах, а точнее о водителях-лихачах. Выявлять нарушителей на трассах республики сотрудникам ГИБДД помогают дроны. Самое распространенное нарушение, которое фиксируют летающие помощники, это выезд на встречную полосу. За 8 месяцев такие опасные маневры со стороны безответственных автомобилистов привели к гибели 29 человек. Еще 152 получили травмы. В Чебоксарах вновь заработал пункт приема гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР, которые прибыли в нашу страну. Продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, постельные принадлежности, канцелярские товары, теплые вещи. Отмечу, что все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками. Передать товары и тем самым помочь вынужденным переселенцам можно, придя во дворец детского и юношеского творчества. Именно там расположился пункт приема гуманитарной помощи. Он работает с понедельника по субботу с 13 до 16 часов. В Чувашском художественном музее чествовали победительницу 5-й викторины по истории игры в шахматы. Конкурс был организован Министерством спорта и физической культуры республики в рамках проведения суперфиналов чемпионатов России по шахматам. Несмотря на то, что Марьяне Осиповой всего 7 лет, за ее плечами уже огромный опыт. Она призер этапов Кубка России по шахматам. Победительницу ждала увлекательная экскурсия. Юного эрудита познакомили с экспонатами музея шахмат, которые сейчас представлены в Чебоксарах. Это старинные фигуры разных стран. Шахматы нашего легендарного земляка Адриана Николаева, которые побывали в космосе во время группового полета с Павлом Поповичем. Не обошлось и без партии с директором музея шахмат Дмитрием Олейниковым, которая завершилась в ничью. Хочется поблагодарить всех организаторов за удивительную возможность познакомиться ближе с миром высоких шахмат, встретиться с известными гроссмейстерами. И, конечно же, это уникальный шанс для детей, для продолжения развития своего в шахматах и, конечно же, для достижения каких-то новых высот. Насколько хорошо вы разбираетесь в музыке? Узнать ответ на этот вопрос можно, приняв участие во всеобщем музыкальном диктанте. Акция приурочена к Международному дню музыки и столетию российского джаза, которые будут отмечаться 1 октября. Написать диктант можно будет на 4 площадках – в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Шумерле. Участники смогут выбрать задание по уровню сложности. От записи музыкального ритма для людей без специальной подготовки до сложной трехголосой композиции. В этом году есть и специальные диктанты для джазовых музыкантов и любителей эстрадной музыки. Но прежде необходимо зарегистрироваться. Подать заявку на участие можно до воскресенья. Ссылка на экране. Сегодня православные отмечают один из 12 главных церковных праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день принято молиться о рождении детей, здоровье близких и благополучии в доме. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».